эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нюргуяна Иванова. Валовой внутренний продукт России увеличился на 2% по итогам 2018 года после роста на 1,6% в 2017 году. Об этом сообщается в мониторинге Минэкономразвития России. На оценку темпов роста ВВП в целом за год существенно повлиял пересмотр Росстатом динамики строительства. Уточненные данные Росстата указывают на значительный подъем в строительной отрасли в 2018 году. Они также согласуются с позитивной динамикой инвестиций в основной капитал, темп роста которых в третьем квартале прошлого года превысил оценки Минэкономразвития и ожидания аналитиков. Еще одним драйвером ускорения экономического роста стала промышленность и сектор услуг. Власти Якутии рассчитывают увеличить число врачей и среднего персонала в государственных медицинских учреждениях на 9% к 2024 году. Дефицит кадров является одной из ключевых проблем отрасли, считают в Минздраве Якутии. Он отмечается в арктических, северных и промышленных районах. Региональный проект обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами предусматривает целевую подготовку специалистов и единовременные компенсационные выплаты медикам, переехавшим на работу в населенные пункты, где проживает до 50 тысяч человек. Размер выплат составляет 1 миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров. В Якутии могут создать дочернюю структуру «Газпрома» для работы на Чаендинском нефтегазоконденсатном месторождении. Создание нового предприятия даст возможность трудоустроить большее количество местных кадров в компанию и обеспечить полный контроль за соблюдением экологических требований. Об этом сообщил премьер-министр Якутии Владимир Солодов и добавил, что начало работы месторождения и запуск трубопровода «Сила Сибири» планируется в этом году. Одним из крупнейших инвестиционных проектов, которые сейчас реализуются на территории республики, является начало работы Чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения и запуск трубопровода «Сила Сибири». Оба эти события должны состояться в 2019 году уже, до конца года, и проект реализуется компанией «Газпром» и дочерними структурами. Традиционный вопрос, который интересует наших граждан, это объем налоговых платежей. Они обусловлены теми налоговыми льготами, которые Федеральный законодательство налоговый кодекс предоставил компании «Газпром». В то же время мы давно обсуждаем с компанией о том, что необходимо создание дочерней структуры. Принципиальное согласие получено при условии достижения численности сотрудников 1000 человек в силу серьезных особенностей добычи и транспортировки газа по территории Якутии. Это даст возможность больше местных кадров трудоустроить в компанию, а также обеспечить полный контроль за соблюдением экологических стандартов и требований. Более 317 миллиардов рублей потребуется Якутии на реализацию 12 нацпроектов. При этом 243 миллиарда рублей будет выделено из федерального бюджета, 65 миллиардов рублей из республиканского, 2 миллиарда 400 миллионов рублей планируется привлечь из государственных внебюджетных фондов. Сумма из других источников оценивается в 7 миллиардов 100 миллионов рублей. В целом в России на реализацию нацпроектов в течение 6 лет направят 28 триллионов рублей. Напомним, 7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года. Компания «Транснефть Восток» передала специальную технику для нужд Алекминского и Татинского районов Якутии. На приобретение спецтехники дочка «Транснефти» направила более 12,5 миллионов рублей. В частности, были переданы грузовой автомобиль «Пищевая цистерна», автомобиль УАЗ, трактор ДТ-75 и трактор, оснащенный буровой установкой, а также лодки и лодочные моторы. Техника будет использоваться при проведении аварийно-восстановительных работ в паводковые периоды, а также при подготовительных работах к зимнему сезону. Специальная техника была закуплена в рамках программы оказания благотворительной помощи на территориях ведения производственной деятельности. Российские авиаперевозчики за 2018 год обслужили более 116 миллионов пассажиров, превысив показатели 2017 года на 10,5%. Об этом сообщила Росавиация со ссылкой на оперативные данные пассажирооборота Пассажирооборот авиакомпаний России за год достиг отметки в 286 миллиардов пассажирокилометров. Рост к аналогичному периоду 2017 года составил 10,4%. Также увеличилась занятость кресел и коммерческая загрузка.
Участник из Якутии Евгений Григорьев, представляющий компанию «Саха-паркинг», вышел в финал конкурса управленцев «Лидеры России». Отметим, что из Якутии в полуфинале участвовали 23 претендента. Всего Дальневосточный федеральный округ в финале всероссийского конкурса представит 30 участников. 12 из них представляют Приморье, 7 – Хабаровский край, 6 – Амурскую область и 2 конкурсанта из Сахалина. Из Магаданской области, Якутии и Забайкальского края в финал проходит по одному участнику из каждого региона. Шанс того, что ипотечные ставки понизятся к концу этого года, все-таки существует. Глава Сбербанка Герман Греф заявил о возможности понижения ипотечных ставок во второй половине 2019 года, при условии, что Центробанк увидит новые тенденции, а ситуация с ликвидностью на рынке будет стабилизироваться. Если Центральный банк увидит некоторые новые тенденции, то, скорее всего, будет стабилизирована ситуация с ликвидностью. А для банков это всегда начало конкуренции и снижения ставок. Поэтому я бы сказал, что есть более 50% шансов того, что во втором полугодии мы увидим снижение ставок, заявил глава Сбербанка Герман Греф. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.